Здравствуйте, Руслан Вячеславович. Меня зовут Анар Гасанов. Я пресс-секретарь Союза азербайджанцев России и Всемирного азербайджанского культурного фонда, известное лицо в азербайджанском обществе, в частности, азербайджанской диаспоры России. Если бы не вы, а кто-нибудь из маргиналов-националистов выступил бы на эту тему, я бы, наверное, не обратил внимания. Однако на эту важную тему, на межнациональную тему выступает один из уважаемых мной и представителем моего народа Руслан Вячеславович Курбанов, который всегда защищал интересы российских мусульман, народов Кавказа и, в частности, интересы азербайджанского народа. Как вы заметили, я представился не как пресс-секретарь Союза азербайджанских тюрков России или Всемирного культурного фонда азербайджанских тюрков, потому что у меня отношение к этнониму азербайджанец отличается от вашего представления. Для меня азербайджанец – это в первую очередь представитель гражданской нации. Азербайджанец – это тот человек, который родился в Азербайджане. Азербайджанцем может быть и курд, и талыш, и лезгин, и аварец, и тюрк. Все народы, населяющие Азербайджанскую республику. По вашим словам, лезгины, покидая пределы Азербайджанской республики, переезжая на территорию России или третьи страны, они должны примкнуться к дагестанскому сообществу. А вы еще предлагаете еще уже им объединяться, обособляться именно в этнических началах, создавать лезгинские, местные, региональные, национальные культурные автономии или общественные организации. Почему-то вы видите братство лезгин именно в дагестанском сообществе. Вы считаете, что они привыкли к дагестанскому формату работы, чем я корнем не согласен. Потому что лезгины, они столетиями работают именно в общеазербайджанском формате. Они работают, они сосуществуют с тюрками, татами, горскими евреями Азербайджанской республики. Как вы правильно заметили, они по наречию, по культуре, по многим признакам, по менталитету стали другими. Руслан Вячеславович, к вашему сведению, что сегодня в Азербайджанской республике в 104 школах обучают лезгинскому языку. В Азербайджанской республике действует лезгинский драмтеатр в Кусарах. Сегодня во всех инстанциях власти лезгины наряду с другими народами представлены. Город Баку, мэр, столица Азербайджана Эльдар Азизов. Приграничные районы, в частности, Курсатский район, возглавляет Шаир Алхасов. Азербайджанская армия, она представлена в самых высших эшелонах офицерами-лезгинами. Министр обороны Азербайджанской республики был Сафар Абиев. В парламенте Азербайджана была Ася Манафова. И 9 февраля, я думаю, как всегда, представители Кусаров, Кубы, Хачмаза будут представлять свои регионы в парламенте Азербайджанской республики. Среди самых почетных граждан, среди самых почетных людей Азербайджана есть лезгины. Вы знаете, Азербайджан находится в военном положении. И два национальных героя Азербайджана именно из тех регионов, судьба которых вас интересует. Фахраттин Мусаев в 1992 году стал героем Азербайджанской республики. Чингиз Курбанов, последний национальный герой Азербайджана, тоже по этническому происхождению лезгин. Но всех этих людей объединяет их родина – Азербайджанская республика. Вы часто говорите в своем выступлении о нарушении прав лезгинского народа в Азербайджане. Большинство Азербайджанской республики – это в основном азербайджанские тюрки. И, наверное, больше всех их права нарушены, потому что 20% земли Азербайджана, где в основном 90% жили тюрки, этнические тюрки, находятся под оккупацией. Вы считаете, что 100 лет как лезгинский народ стал разделенным народом. И вы говорите, что разделен ровно пополам. Но статистика говорит о другом. Я вам напомню, что на территории Азербайджана проживает 200 тысяч лезгин. Я не собираюсь и не спешу поверить квази-статистике или вымышленным статистическим данным. Я беру в основном официальные данные и вам того же советую. Если сравнить экономику периферии Азербайджана, а в частности Кусаров, Кубы и Хачмазского района, и сравнивать экономическую ситуацию на юге России, где вы родились, именно Юждаге, то вы сами убедитесь в том, что именно северная часть Азербайджана, она более развита.
Она развита своей инфраструктурой, она развита своим туризмом. Она стабильна. Я более чем уверен, что в северных регионах Азербайджана безработица раза меньше, чем в нашем братском Юждаге. Я более чем уверен, что ваше последнее выступление не связано с стараниями третьих лиц. Я более чем уверен, что вы не являетесь проектом заинтересованных сторон. Азербайджанский народ, азербайджанское государство сильно изменилось за эти годы. Ошибки 1991 года мой народ и государство Азербайджан никогда не допустит. Должен вам сказать, исторические события должны нас объединить, а не разделить. Давайте не будем искать, кто был по этническому происхождению Урнайр, Вачаган, Ваче или Джаваншир. Давайте не будем искать, кто построил Дербентскую крепость Нарынкала. Давайте не будем заниматься проблемами бытовыми и дать им национальную окраску. Давайте сделаем наш регион процветающим. Давайте сделаем город Дербент и город Кусаре городами мира, дружбы, межнационального согласия. Руслан Вячеславович, мне хотелось бы с вами встретиться. Мы можем поехать в Кусаре через Махачкалу, ознакомиться с инфраструктурой, ознакомиться с общей ситуацией, общаться с населением. Или мы можем полететь в Баку и вместе поехать по этой прекрасной дороге до Лазы, до Хазры, до Пирала. Я вам предлагаю приехать в Азербайджан, все увидеть собственными глазами. Наверное, после этого вы не будете нуждаться в каких-то информациях третьих сторон. Я более чем уверен, что вы разумный человек, патриот своего народа, вы не допустите и не присоединитесь к тем силам, которые заинтересованы в собственном благе, но при этом готовы ради своих интересов создавать нестабильность на нашей родине. Руслан, я лично готов составить вам компанию и вам показать мой родной Азербайджан и быть в тех селах, районах, где компактно проживают, где сосуществуют азербайджанцы, тюрки, лезгины, талыши, таты, курды. Всех вам благ!